Подобным я не занималась никогда. Прямо сейчас у меня в руках сварочный аппарат, и мы делаем раму центратора для оборудования завода «Волжанин». Мы сегодня погружаемся на 100% в работу одного из крупнейших заводов России по производству оборудования для сварки полиэтиленовых труб. Как устроен бизнес Татарстана? Руфина Мукминова разберется, как работают предприятия, кто и чем занят на производстве. Это один день из жизни компании. Это погружение на 100. Оборудование татарстанского производителя активно используется в системах водоснабжения, водоотведения, нефти, газодобывающей промышленности России и стран СНГ. Все больше российских компаний при строительстве сетей из полиэтиленовых труб доверяют заводу «Волжанин». Эти аппараты насыщенно-синего цвета часто попадают в кадры репортажей на федеральных каналах. И теперь, если вам на глаза попадется это оборудование, знайте, это сделано в Татарстане. В пригороде Казани на 3000 квадратных метров расположился завод «Волжанин». Начал он свою историю в 2007 году. Именно тогда было придумано ноу-хау в области стыковой сварки. Конструкторское бюро завода «Волжанин» разработало, запатентовало высокотехнологичный аппарат для сварки, который просто перевернул рынок сварочного оборудования. И вот как раз с этими гениями конструкторской мысли мы хотим познакомиться в первую очередь. Здравствуйте. Сейчас мы узнаем, чем занимается конструкторское бюро завода «Волжанин». Вот смотрите, тут все как надо. На компьютере тоже какие-то схемы открыты. Тут чертежи, детали. Оборудование завода «Волжанин» – это какое-то ноу-хау в области стыковой сварки, да, что это уникальное оборудование. В чем же все-таки уникальность? Наверное, только и вы можете раскрыть этот секрет. Уникальность нашего оборудования в том, что все необходимые комплектующие, если, естественно, их нет в продаже, мы изготавливаем сами. В данной сфере мы являемся одним из первых на российском рынке, то есть завод полного цикла. Оборудование создается, собирается и выпускается, то есть от и до непосредственно на нашем предприятии. Ничего себе, здорово. Это все сначала создается на компьютере, моделируется, далее выпускаются опытные варианты, проверяется, и уже после всех проверок идет на серийное производство. Во-первых, инженеры завода очень скромные. Во-вторых, естественно, делиться секретными разработками на камеру никто не станет. Ну что ж, пора приниматься за работу. Собирается оборудование в несколько этапов. Сначала из таких вот кусков металла заготавливаются детали. Маленькие и не очень. На токарных и фрезерных станках, на участках лазерной резки они принимают необходимый вид. Затем это все собирается как конструктор. Окрашивается порошковой краской и вуаля! Интересно, а какой участок доверят мне? Давайте спросим у технического директора. Могу ли я что-то здесь сделать сама? Ну, так сразу не сможете, но мы вам поможем, покажем, научим. Ладно, что я тут могу освоить? Ну, давайте попробуем вот фрезерный станок с числовым программным управлением. То есть я сегодня буду фрезеровщицей? Вы будете фрезеровщицей. Фрезеровщица Руфина врывается в ваши экраны. Вот как раз-таки это самое фрезеровочное оборудование. На самом деле здесь все работает автоматически, и специалисту нужно всего лишь нажимать на кнопочку и контролировать, как все работает. Правильно? Да? Да. Ну, вот так вот, таким тяжелым вздох, такой, ну да. Вот, поэтому прямо сейчас мы нажимаем на кнопку «Пуск», и у нас запускается оборудование. Деталь там уже вставлена, и будет что там происходить? Обработка по программе. Обработка по программе. Так, давайте, пуск. Я же правильно, да? Вот эта зеленая кнопочка есть, пуск? А, можно нажать? А ничего не будет? Наша деталь готова. Сейчас мы ее обдуваем. И достаем. Ну вот, можно сказать, что к этой детали я приложила свою руку.
Мы сейчас с директором завода Александром Стебаковым находимся в отделе продаж. И о чем мы можем говорить в отделе продаж? Конечно же, Александр Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, сколько в месяц производится оборудование и куда в основном оно отправляется отсюда? География поставок нашего оборудования и реализации достаточно широка. Это от Калининграда до Камчатки. Россию, то есть, мы охватываем полностью. Но, скажем так, есть практика продаж и реализации оборудования и по странам СНГ. Это и Казахстан, и Белоруссия, и Туркменистан, и Узбекистан, Армения. Кто наши покупатели? Наверное, тоже вопрос интересует. Это в основном, конечно же, различные строительно-монтажные управления. Но среди, скажем так, наших клиентов есть и крупные игроки на рынке. Это и организация Росатома, это и подразделение Газпрома, это и водоканалы, естественно, так как наше оборудование необходимо при водоотведении, водоснабжении, при газификации, которая, скажем так, очень сейчас в стране проводится большими темпами. Сегодня мы с вами погрузились в такое уникальное производство. Но что-то я как будто бы забыла. А, точно! Нужно же посмотреть, как на деле работает оборудование. Вот такой вот красивый, надежный шов у нас получился на данном оборудовании. Ушло у нас на это примерно 10 минут, и справиться с этой задачей достаточно просто. Вы сами все это видели. Ну что ж, я считаю, что на этом наше погружение в работу завода «Волжанин» прошло на все 100%. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «Новый век». С вами была Руфина Мукминова, и пока-пока.